Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Совсем недавно на своем канале я открыла спонсорство. Если вы желаете, вы можете стать спонсором моего канала. Зайдя по ссылке «Спонсировать», вы можете просмотреть, какие программы для спонсоров я предлагаю. Итак, тема сегодняшнего гадания – гадание на будущую неделю. Звучит тема так: что вам по судьбе на будущей неделе, что ждет вас в следующие 7 дней. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос: что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Так, неделя будет очень интересная. Неделя исполнений, неделя достаточно серьезных дел, наработок, отработок, усовершенствования, завершения. Здесь вы где-то в каком-то деле поставите очень большую точку и будете гордиться тем, что сделали. И какое-то дело будет новое начато. Но дело очень перспективное, которое оно не закончится даже, наверное, в этом месяце. Возможно, это такое, знаете, до конца года, даже может на следующий год перейти. Дело очень денежное, очень выгодное. Возможно, вы пойдете учиться. Возможно, вы поступите на новую должность, на новую работу. Возможно, вы бизнес свой откроете. В любом случае, это какой-то очень удачный для вас стартап идет. В какой сфере, я не могу здесь сказать. Я вижу, что это именно, видите, вы как маг, человек, который посеял зернышко, оно начинает прорастать. То есть в этом плане прекрасные перспективы вас ждут. Все, что вы начнете, откроете, надумаете, придумаете на этой неделе, будет супер успешно для вас в будущем. Да, быстрого результата не будет, потому что вы будете действительно выращивать эту ситуацию, но тем не менее. Мало того, я вижу, что у вас даже последователи какие-то есть. Может быть, вы при помощи кого-то, либо вы, я не знаю, откроете какой-то счет в банке, да, положите на депозит денежку, она будет расти, какое-нибудь там выгодное предложение найдете. То есть в любом случае здесь именно идет рост. Рост, увеличение, получение в будущем. Мысли правильные. Правильно вы будете подходить к делам, и это замечательно. Здесь идут вам хорошие советчики. Вам будет приходить информация достаточно такого, знаете, вкусного какого-то толка, где вы прям будете как рыбка в воде. То есть, возможно, вы не финансист, возможно, вы там не эксперт, но тем не менее, вы будете понимать, о чем речь идет, и вы будете, я не знаю, интуитивно ухватывать те вещи, которые вам нужны. Здесь, кстати, интуиция у вас будет, я даже не знаю, опережать, наверное, ваш острый ум. Будет с ним периодически, может быть, входить в какую-то спорную фазу, но тем не менее, больше, конечно же, доверяйте своей интуиции. Интуиция здесь на высоте. Интуиция вас ведет, интуиция вам подсказывает. Смотрите, появление какой-то персоны, которую вы, не желали видеть, да, как-то проявится человек странным образом, то не было, она тебе появился, проявился, и что-то будет этот человек для вас такое препятствие какое-то делать, либо вы куда-то будете спешить, а он как раз и из-под земли вырос, да, и вас будет задерживать, останавливать. Человек чувствует, что ведет себя бестактно, да, но при этом не пытается ни извиниться, ни уйти. Я вам советую этого человека просто, извините, фигурально сказать, да, пнуть с пути. Потому что человек действительно может понимать, что вредит, понимать, что задерживает, понимать, что вы можете какую-то, может быть, выгоду упустить, какую-то возможность, специально вас притормаживать. Это похоже на женщину такую немолодую, которая, по сравнению с вами, кстати, да, немолодую, которая будет именно вести себя очень странным, наглым образом. В общем, вы эту персону прям посылайте куда подальше, да, пусть идет туда, откуда пришла, пусть вам не мешает, пусть не даст вам
сбиться с правильного пути, потому что может голову задурить, каких-то там вам вещей наговорить не нужно, потратит ваше время, и вы, ну, как говорится, да, останетесь при каком-то пустом интересе. Дальше. Смотрите, удачная рыбалка у вас идет. Видите, вы с одной стороны забросили удочку, и с другой стороны забросили удочку. Ждите прибыли, либо совершения, либо получения из двух сторон. Смотрите, с одной стороны, какое солнце вы поймаете, и с другой стороны вы поймаете. Чуть поменьше, но тем не менее. 2 солнца на 2 рыбалках – это очень хороший знак. То есть вы, смотрите, можете получить зарплату, и муж, например, получит зарплату. Вы можете получить подарок, и еще там будет такая ситуация по судьбе, как будто бы вам подарок идет. Вы можете получить хорошее, достойное предложение и еще одно в дополнение к нему. Понимаете, вот тут, как говорится, тфу-тфу-тфу, попрет. Попрет именно по удаче. То есть куда бы вы там руку не протянули, раз вы и схватили. Схватили, причем очень хорошее, полезное для вас. Еще. Здесь у вас идет какая-то разборка, но без вашего участия. То есть знайте, что за вашей спиной раз, два, 3 человека там будут между собой что-то там выяснять, драться, какие-то могут быть споры, ссоры, дележка может быть. Кстати, могут делить вас, ваше внимание, либо что-то ваше могут делить без вашего ведома. Эти люди... Но они каждый, знаете, такой, каждый за себя. Я не могу сказать, что они там алчные, корыстные, но они каждый за себя и за свой собственный интерес. Поэтому поберегите свое здоровье, и если вы понимаете, что где-то какой-то вопрос остался нераскрытым, и есть на него там какие-то претенденты, либо желающие поучаствовать, вы лучше четко и ясно обозначайте свою позицию. Потому что эти люди могут стать катализатором каких-то сплетен, каких-то вот, я не знаю, надуманных, притянутых за уши историй, чтобы вы не столкнулись именно с такой вот ситуацией, да, что какая-то сплетня пошла о вас, о ваших делах, либо о чем-то вашем. Лучше вот сразу все точки над «и» расставляйте. Люди эти какие-то, ну, ваши ближние окружения, кстати, могут быть и родственники, могут быть люди в семье. По поводу семьи, очень важный момент. У вас в семье есть риск какой-то пропажи. Либо вот что-то кто-то у вас раз подцепит и уйдет, либо действительно могут вот что-то у вас, не знаю, из машины вытащить, на улице, да, где-нибудь там телефон. Так что вы и ваша семья, вот дом, ваш дом, и все, кто в этом доме живут, на эту неделю аккуратно быть с вещами личными, закрывать двери, закрывать автомобиль, привязывать, там, не знаю, велосипед, чем вы пользуетесь. Следите за своими личными вещами. Сумочку, да, только лишь на груди. Следить за телефонами. Это очень важное предупреждение идет, потому что я вижу, что какой-то вот хитрец такой, хитро сделанный человек, да, это мужчина, причем молодой, вот прям будет крутиться. И если вы понимаете, что такой молодой мужчина вхож в ваш дом, может быть, это, я не знаю, друг вашего мужа, либо друг вашего сына, будьте аккуратны, потому что может что-то, что лежит не на своем, скажем так, месте, на видном месте, прихватить, а вы потом кинетесь, да, и концов не найдете. Вообще вот риск идет именно потерь через воровство. Будьте крайне аккуратны и своим близким об этом тоже скажите. По поводу здоровья, ну, прям тфу-тфу-тфу, мне очень нравится. Видите, вот вы стоите в центре, у вас такие руки мощные, вы вот прям в руках, с одной стороны, вы держите какие-то свершения, ну, как факел такой, да, вот. То есть вы освещаете себе путь, а другой рукой вы держите вот такую огромную поварешку, да. То есть неделя сытая, и в неделю у вас вот прямо силы и энергия, прям тьфу-тьфу-тьфу, все есть. Но наши ножки что-то устают. Либо придется очень много активно двигаться, передвигаться, либо если у вас есть заболевания, например, суставы, да, варикоз, проблемы там с хрящами, да, поберегите свои ноги. Лишний раз, я не знаю, там перебинтуйте, да, ноги, либо давайте отдыхать, делайте какую-то специальную лечебную процедуру, либо кремом мажьте, да, то есть поберегите. Кстати, может быть отек на ноги, потому что, видите, вот именно часть ног, она такая вот какая-то воспаленная идет, воспаление может пойти, не дай бог, поэтому поберегите свои ноги. Прям
прям если знаете, что у вас есть в этом деле, да, вот, например, у меня варикоз, и я знаю, ноги там отекают к вечеру, да, я вот стараюсь там какие-то зарядочки делать, потому что все-таки работа у меня больше как сидячая получается. Вы тоже о себе позаботьтесь и не дайте вашим ножкам чувствовать себя плохо, чтобы они у вас болели, потому что тут ножки очень страдают. В голове мне очень нравится, очень много свежих идей. У вас в голове прям фонтан пойдет, фонтан, свежие какие-то идеи, какие-то мысли, вы их прям записываете, они очень будут у вас хороши. Заметите, кстати, заметите вы, что есть человек какой-то хитренький, который ваши мысли, идеи ворует, и слова тоже может ваши воровать. Знаете, вот что-то начнете там с кем-то общаться, либо смотреть, и поймете, что где-то я уже это видела, где-то я уже это слышала, не мои ли это речи. Берегитесь, это может быть конкурент на работе, которого вы, например, считали очень хорошим, порядочным человеком, либо, кстати, в окружении вашем тоже могут быть конкуренты, те, которые вот прям ревнуют к тому, что вы человек успешный, да, могут что-то ваше себе прям таки нагленько прибрать. Вообще у вас на этой неделе, я же говорю, какой-то момент, что вот люди могут что-то забирать у вас, причем достаточно хитрым каким-то образом. Так, дороги в государственные учреждения. У вас тут 2 дороги вышло, 2. У кого-то 2 сразу, у кого-то может быть в один день, во второй день. В любом случае 2 дороги в какие-то высокие учреждения. Они могут быть и выглядеть как высокое здание, так и высокого ранга, что ли, учреждения. То есть это не какая-то поликлиника, да, а какие-то, может быть, я не знаю, даже суды, либо государственные какие-то, вот там налоговые. Смотрите, в одном месте у вас все пройдет вообще шик, блеск, красота, очень четкая, быстро как-то вот прям проскочите. А во втором месте столкнетесь с бюрократией. Причем, знаете, будет там одна какая-то противная особа, я не могу сказать, кто, мужчина либо женщина, которая прям ковыряться вот так вот будет, нервы будет вам трепать. Но вы, мои милые, не нервничайте и не сдавайтесь. Знаете, что настойчивость, такая, знаете, холодная настойчивость, вот прям мне надо и все, делай и все, справку дай мне и все, вот она все победит. И вы знаете, выйдете победителем из этой ситуации. Времени, правда, потратите много, будет прям такое, знаете, раздраженница у вас идти, но я вижу, что вы справитесь. Знаете, у вас какая-то вот прям обида возьмет, скажет, ну как так, да, вот как этот человек вот чувствует себя, там, не знаю, там, царицей мира, да, либо царем мира. Нет, я не сдамся, пока справку от тебя не получу, либо документ нужный, я не уйду. И знаете, вот прям получите, будете еще себя прекрасно чувствовать. Мои милые, неделя интересная, неделя много всего вам обещает, но и в то же время, пожалуйста, все свое берегите, потому что именно вот этот риск, опасность того, что где-то что-то ваше может быть экспроприировано, очень велик. Не дай бог, я вас предупредила, а вы уж за своим смотрите. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.